Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшев Шара. Мы расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. Главнокомандующий вооруженными силами Бадр Гунба дал указания по подготовке и проведению двусторонних оперативно-тактических учений с группировками «Восток» и «Запад». Вопросы совершенствования законодательства в сфере охраны объектов историко-культурного наследия обсудили на комитетском заседании в парламенте Абхазии. По инициативе партии «Единая Абхазия» в Сухуме прошла стратегическая сессия, посвященная развитию образования в республике. Мы продолжаем рассказывать о событиях 32-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. «25 сентября в Сухуме в 14 часов началась операция по освобождению старого поселка, который к вечеру того же дня был освобожден. Российские суда вывозят из Сухума и Гурьевского района около 14 тысяч беженцев. В избежание ненужного кровопролития абхазское командование предлагает грузинским вооруженным формированиям покинуть город через специально оставленный на востоке проход. Официально грузины отказываются, но через несколько дней они воспользуются этим коридором. До Дня Победы остается 5 дней. Двусторонние оперативно-тактические учения войск пройдут в Абхазии с 13 по 17 октября. Такое масштабное и значимое мероприятие в стране пройдет впервые. В Министерстве обороны под руководством главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Абхазия Бадры Гунба прошли инструкторско-методические занятия по подготовке и проведению учений. В мероприятии также приняли участие руководство администрации президента, Кабинета министров, Совета безопасности, главы городов и районов, а также руководителей силовых структур. Товарищи офицеры! Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, должностные лица органов государственного и военного управления к занятиям готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. В Вооруженных силах Республики Абхазия завершается учебный год двусторонними оперативно-тактическими учениями войск с периода с 13 по 17 октября. Этому предшествовала серьезная оперативная, мобилизационная, боевая подготовка личного состава Вооруженных сил. За учебный год проведено 36 мероприятий. Подготовка различных родов войск. Учения и тренировок с оперативным составом Генерального штаба, командным составом, соединениями воинских частей. В войсках проведено боевых стрельб отделений 24, боевых стрельб взводов 12, родно-тактических учений с боевой стрельбой 4, тактика специальных учений с боевой стрельбой 6. Проведено 6 полевых выходов подразделений. Особое внимание уделялось подготовке резервных формирований, которая проводилась по всем формам оперативной, мобилизационной и командной подготовки. Всего проведено тренировок и командно-штабных учений с группировкой войск «Восток» 7.
уже второй год подряд внедрено и проводится тактика специального учения с подразделениями обеспечения бригад резерва. В течение учебного года таких учений проводилось 64. Сегодня мы выходим на новый уровень. Впервые в стране будут проведены оперативно-тактические учения такой значимости и масштаба. Отмечу, что Генеральным штабом было подготовлено и представлено мне несколько вариантов проведения этого учения. Я выбрал и утвердил самый сложный замысел, и как главнокомандующий вооруженными силами буду осуществлять непосредственное руководство учениями. Данные учения ориентированы на отработку нестандартных способов действий наших войск, неожиданных для вероятного противника, и будут проходить на всей территории Абхазии в течение 5 суток, круглосуточно, днем и ночью, без оперативных пауз, с привлечением резервистов вооруженных сил Республики Абхазия. Это накладывает особую ответственность на командиров всех уровней. Для создания условий, наиболее приближенных к реальной обстановке, будут сформированы 2 противоборствующие группировки войск, которые в состязательном режиме отработают навыки управления войсками. При непрерывном наращивании оперативной обстановки комплексно будут отработаны вопросы перевода войск с мирного на военное время, подготовки и внедрения оперативных мероприятий. Важная роль отводится главам администраций городов и районов, которые будут принимать непосредственное участие в учениях при выполнении мобилизационных мероприятий и территориальной обороны. Замысел данного учения предусматривает участие органов государственной власти, местных органов государственного управления, силовых структур, входящих в состав вооруженных сил. Это проверка готовности всех должностных лиц государственного и военного управления выполнять свои обязанности в военное время и способности вооруженных сил выполнять свои задачи по предназначению. В эти непростые времена, когда мир сталкивается с угрозами и вызовами совершенно нового порядка, как никогда важно помнить, что мы все вместе, от рядового до главнокомандующего, являемся частью одной Родины. И ответственность за ее защиту лежит на каждом из нас. Организационные вопросы, связанные с проведением предстоящих оперативно-тактических учений, глава государства обсудил с министром обороны Владимиром Ануа, его заместителями, начальником Генерального штаба ВС Владимиром Савченко. В работе совещания также принял участие руководитель администрации президента Беслан Эшба. Президент подчеркнул необходимость максимально ответственного подхода к подготовке и проведению этих мероприятий. Отдельное внимание было уделено состоянию вооруженных сил, уровню их боеготовности, вопросам материально-технического обеспечения и другим ключевым направлениям деятельности армии. По итогам инструкторско-методических занятий главнокомандующий вооруженными силами Бадрагунба дал указания по подготовке и проведению двусторонних оперативно-тактических учений с группировками войск «Восток» и «Запад». Премьер-министру организовать работу по оказанию помощи местным органам госуправления в решении мобилизационных вопросов и задач территориальной обороны, осуществлять контроль работы в ходе учений. Министру обороны и начальнику Генерального штаба вооруженных сил продолжить подготовку войск к решению учебно-боевых задач, определить условные обозначения сторон, а также ограничения в их действиях. Особое внимание обратить на применение БПЛА в запретных зонах, а также вблизи охраняемых объектов. Проанализировать результат оперативно-тактических учений, представить предложения по повышению эффективности мер по подготовке страны к обороне, подготовке вооруженных сил к выполнению задач по предназначению, а также мобилизационное развертывание и территориальную оборону. Доложить к 10 ноября на заседании Совета безопасности, привлечь штабы, силы
и средства территориальной обороны районов в полном объеме планов военного времени. Практические действия войск, сил и средств по отработке учебно-боевых задач организовать на полигонах с проведением боевых стрельб. Председателю службы государственной безопасности, министру внутренних дел, министру по чрезвычайным ситуациям, председателю ГТК, директору агентства правительственной связи Республики Абхазия лично принять участие в учениях в соответствии с функциональными обязанностями по занимаемой должности, организовать подготовку подчиненных сил и средств и их обучения в ходе учений. В ходе проведения учений руководству вооруженными силами обеспечить соблюдение требований безопасности при практических действиях войск, сил и средств, исключить нанесение ущерба объектам народного хозяйства и частной собственности граждан, согласовывать с главами администрации маршруты перегруппировки войск, сил и средств, обеспечивая сопровождение колонн силами Министерства внутренних дел. Вопросы устранения последствий стихии в Гулрипшском районе обсудил президент Бадра Гунба с руководством Гулрипшского района. Во встрече также приняли участие вице-президент Беслан Беквава и руководитель администрации президента Беслан Эшба. Президент Бадра Гунба, заслушав доклад главы Гулрипшского района, отметил результативность действий администрации по ликвидации последствий ливней и пообещал оказывать поддержку, в том числе помочь техникой. Премьер-министру уже дано распоряжение оказывать дополнительную помощь в местах, где стихия нанесла большой урон, сказал президент. Стихия, прошедшая по стране 20 сентября, нанесла немалый ущерб Гулрипшскому району. Сильный ливень, сопровождавшийся шквалистым ветром, вызвал подтопление жилых домов, сельскохозяйственных угодий и дорожной инфраструктуры. Наиболее пострадали населенный пункт Каштак в селе Мачара, село Багмаран, Мирхиул, Верхний Пщап, поселок Агудзера. Глава государства сделал основной акцент на координации действий между центральными органами власти и местной администрацией в целях оперативного устранения ущерба, нанесенного стихией. Района Джебхастайрен из Тагалазаща Старых Пайпаршира, Ганахила района Ходара, Шнапызла Куздыру, Тихавчики Нартбана, Тагалазаща Зопо Халатшужев, Ишцбах Старых Парадшоп, Идзигицбату Мадждзам, Гризахан Хайскутсна, Ахшуя Ладзана, Абартауск Рыцбараза. Глава района Саид Харазия доложил о текущей ситуации, предпринятых мерах по оказанию помощи населению и восстановлению поврежденных объектов. Особо отметил, что ситуация была сложной, проделана большая работа коммунальными службами. В некоторых населенных пунктах она ведется до сих пор. В результате стихии подтоплена республиканская трасса, нанесен значительный ущерб военно-сухумской дороге и проселочным дорогам, которые практически во всех селах пришли в негодность. Вышедшие из берегов реки затопили домовладения, поля и приусадебные участки граждан, разрушили заборы и ограждения жителей. В селе Мачара разрушены 2 моста, которые являлись единственными подъездными путями к домовладению 2 семей. Поврежден водопровод в населенном пункте Каштак. Повалено 5 деревьев и повреждено 3 автомобиля, один из которых не подлежит восстановлению. В ходе совещания были заслушаны доклады о текущей ситуации в Гулрипшском районе, местах ущерба и проводимых мероприятиях по ликвидации последствий стихии. Работы по крышам, по выполнению от 16 домов, значит 16 домов пострадало, из них 15 домов уже готовы, 16 в процессе. Завершатся дела, как мы думаем, по нашим расчетам, в течение 10 дней. При общей работе совместно с комиссией по администрации Гулрипшского района, выдано 12 справок по параметрам и факторам чрезвычайных ситуаций для дальнейшего уже представления по оценке материального ущерба. Президент особо отметил значимость оказания всесторонней помощи населению, пострадавшему от стихии, и подчеркнул, что действия руководства района в этом направлении заслуживают высокой оценки. Ялка, муниципальная политика района Джейны, где Яшев Хайзиспхедзот, Саид Геннадий по инопхгарала Яхо техника,
уи алсшанати эйвэпшму проблему квацбаразы. Их акта юмшиғыз амшцкюкы яхнарби, аха яханнатыз яхнарби, ари яшин илшхазами. Убрегана хела ицеги яцтатупа ера район амчра гора техникала ацхрара агирахиша изышхаз проблема куян района юцков халаш сымдбу республика Ганахала. В настоящее время основная работа в районе по ликвидации последствий стихии уже выполнена. Оценивается общий ущерб, нанесенный инфраструктуре района. Специальная комиссия проводит обследование пострадавших территорий, чтобы определить объем необходимых ремонтных работ. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Россия направила в Абхазию гуманитарный груз для ликвидации последствий ливней. 25 сентября из Краснодарского края в Сухум доставили цемент и строительный лес для первоочередных ремонтно-восстановительных работ. Материалы направят на ремонт кровель многоквартирных и частных домов, а также объектов городской инфраструктуры, пострадавших от стихии 9 сентября. Как известно, в начале сентября в Республике Абхазия, в частности в городе Сухум, стихийные бедствия, ливневые дожди нанесли большой урон многочисленным объектам. Это многоквартирные дома, это частные домовладения, это дорожная инфраструктура. И наши братские регионы с Российской Федерацией, в частности Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ, предоставили посильную помощь в качестве стройматериалов для ликвидации стихийного бедствия. Значит, в настоящий момент в Абхазию заходят стройматериалы, такие как цемент, профнастил, дорожная сетка, лес для кровельного материала. Все эти стройматериалы будут использоваться исключительно для ликвидации стихийного бедствия на всех объектах, которые были повреждены в результате стихийного бедствия. В связи с этим хочется поблагодарить руководство Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа в предоставлении количество материалов, необходимого для ликвидации стихийного бедствия. Все эти материалы будут использованы для ликвидации, точнее для ремонта поврежденных объектов на территории города Сухум. В связи с этим администрация города выражает сердечную благодарность за предоставленные материалы. В Минсельхозе прошла встреча премьер-министра Владимира Делба, вице-премьера Вараздата Минасяна и министра сельского хозяйства Беслана Джопуа с фермерами и сельхозпроизводителями. Главная цель встречи – обсуждение проблем в отрасли и выработка конкретных предложений по развитию сельского хозяйства. Основные из них – вопросы кредитования, сокращения импорта, развития внутренней переработки и экспорта. Как подчеркнул премьер-министр, все озвученные предложения лягут в основу дальнейшей работы по поддержке аграрного сектора в рамках поручений президента Бадры Гунба. Точно понимаем, что сегодня то время, когда государственная поддержка крайне необходима, и мы продолжим ее и в текущем году, и в последующие годы. Но нужно совершенствоваться с учетом того, какая есть обратная связь у фермеров. Что же необходимо сделать так, чтобы более быстрыми темпами развивалось сельское хозяйство, чтобы мы сокращали импорт сельхозпродукции с учетом тех реалий, в которых мы сегодня находимся. У нас по-прежнему остается высокий импорт сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, и других позиций, конечно, несмотря на то, что ежегодно в нашей стране наблюдается и темп роста собственной продукции. Немаловажная позиция, я очень надеюсь, что мы обязательно о ней сегодня поговорим, это внутренняя переработка сельхозпродукции и ее реализация, в том числе на внутреннем рынке. Если есть экспортно-ориентированная продукция, она есть, ее с каждым годом все больше и больше становится, и там нужны меры поддержки по экспорту такой продукции. Предложение, которое Минсельхоз нашей страны, Министерство сельского хозяйства должно подготовить, в большей части оно должно быть опираться на сегодняшнее мнение, на наш с вами разговор, диалог, на то, что мы сегодня примем и как мы будем дальше развиваться в этом направлении. Сегодняшняя встреча была приурочена к исполнению тех поручений, которые были оглашены на встрече президента
с Кабинетом министров, мы сегодня услышали все те проблемы, которые есть со стороны государства, со стороны сопредельных стран, имеется в виду и режим работы границы, льготное кредитование, налогообложение. Все, что мы услышали, все было, на многие вопросы ответил премьер-министр. Но мы решили, что и в дальнейшем вместе с Кабинетом министров выработаем из сегодняшнего услышанного от самих производителей, выработаем предложение для того, чтобы им руководство страны, именно президент страны уделил внимание и оказал помощь, исходя из этих предложений. Вопросы совершенствования законодательства в сфере охраны объектов историко-культурного наследия обсудили на комитетском заседании в парламенте Абхазии. На заседание был приглашен начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Поводом для заседания Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям стали частые обращения граждан с вопросами состояния действующего законодательства в сфере реализации закона об охране объектов историко-культурного наследия, отметил председатель комитета Резо Зантария. Что передать будущему поколению? Наша задача – сохранить историко-культурное наследие, подчеркнул депутат. Наша помощь в этом случае заключается только в самом законодательстве, в самом писании закона. Возможно, есть необходимость внести какие-либо изменения с точки зрения ее реализации. Ну и, конечно же, еще являемся, так как мы законодательство, одновременно являемся так называемыми надзорными органами за тем самым реализацией данных законопроектов. Если где исполнительная власть сегодня, опустив руки, не реализует то или иное законодательство или те иные обязательства, которые, согласно закону, взяла на себя обязательства. В Абхазии насчитывается 1535 объектов историко-культурного наследия, среди которых есть объекты мирового значения. Это раннехристианские, средневековые христианские храмы. Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказал депутатам о проводимой управлением работе. Он подчеркнул, что есть сложная ситуация с черными копателями. Удавалось выходить на след и отбирать находки. Они лезут везде, где только их не бывает. И это могу сказать, что туризм. Раньше, до 2014 года было так. Значит, туризм обращался к нам с просьбой, куда, в какие объекты можно маршрут выстроить, а не куда попало, где я хочу. И мы заранее это все обговаривали. Вот такая традиция была, она помогала очень. Да, а сейчас, например, каждый так захотел бы, сможет. Ну, сможет что? Он напишет, дорогу откроет, а дальше же в осеннее и зимнее время его там не бывает. И кто это контролирует? Не сможет МВД, у нас сотрудников нету. Вот мы с просьбой обращались с тем, чтобы все-таки у нас было подразделение инспектирующее. Музей есть смотрители, везде есть, и там тоже положено. Если есть посещение, там смотритель должен быть. Депутаты подчеркнули, что памятники историко-культурного наследия нуждаются в защите независимо от того, включены они в туристический маршрут или нет. Пока идет экскурсия, риск невелик, но после ухода группы объекты остаются уязвимы. Главное – суметь их сохранить. Нужен смотритель, чтобы не повредили. А в других объектах историко-культурного наследия, где, допустим, нет самого официального маршрута, но частники поднимаются где. Разница, знаете в чем? В том, что там просто чуть больше людей, здесь меньше людей приходят. И там могут навредить, и здесь также могут навредить. Если смотрители, они везде нужны смотрители. К примеру, давайте возьмем Санта-Масу, да, в Кындах, то, что у нас, или Амбару в Нюсере. Это памятники историко-культурного наследия. Ведется ли оценка состояния этих памятников? Я их как пример взял, таких у нас много. Принято ли решение о консервации, я не знаю, реставрация? Реставрация навряд ли, вы лучше меня знаете, но хотя бы консервация, да? Если нет возможности поставить туда смотрителя, у нас есть операторы, которые могут помочь установить видеофиксацию, да, круглосуточную. Куча примеров, когда по улице Аяйра был разрушен памятник историко-культурного наследия, в Гудауте был снесен памятник историко-культурного наследия. Какие последствия, какие санкции? Вот такие у меня два вопроса. Охранные функции в данном случае охранно-спасательного характера. Как только,
появляется информация, известие, что там что-то случилось. Ну да, примерно так, да. И, естественно, они, если это находки, предметы, вещи, я не знаю, деталь храма и так далее, они будут спасены, то есть зафиксированы и так далее. Поэтому же я говорю, недостаточно для этого нужно подразделение охраны, то есть инспектирование. Участники заседания обсудили вопросы совершенствования законодательства, действующего в данной сфере. Депутаты интересовались, почему не удается привлечь инвесторов, чтобы сохранить привлекательность объектов. К примеру, как на вилле Алаизи. По мнению депутатов, необходимо привлекать инвестиции на конкурсной основе. Сегодня инвестировать в историко-культурное наследие – это любовь к родине, это патриотизм. Вы вот таких людей должны изыскивать у себя, на конкурсной основе приходить. Восстановление, самое дорогое, это восстановление историко-культурного наследия. Это самое дорогое удовольствие. Слушайте, мы хотим что-то придумать, что не придумано нигде в мире. Такое не бывает. В течение месяца Управление охраны историко-культурного наследия должно представить свое видение решения проблемы на основе практик других государств. Шазина Ханаго, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. По инициативе политической партии «Единая Абхазия» в Сухуми прошла стратегическая сессия, на которой обсудили вопросы развития образования в республике. В мероприятии приняла участие министр просвещения Хана Гунба. Смотрите репортаж Аэлиты Рутюнян. Вопросы образования в приоритете государственной политики. И большая доля поручений главы государства Кабмину от 27 августа сделаны именно в этой сфере. Чтобы обсудить стратегию развития образования в Абхазии, члены партии «Единая Абхазия» пригласили на встречу министра просвещения Хану Гунба. Также был подготовлен собственный проект «Сельский учитель», направленный на повышение качества образования в сельской местности и сохранение сельских школ. У нас есть свои предложения от нашей политической партии для правительства. Это прямая взаимная связь между политической организацией и правительством. Мы будем взаимодополнять друг друга, и мы уверены, что это приведет к хорошему конструктивному результату для нашего общества. Член политического совета «Единая Абхазия» Ада Кварчелия представила участникам встречи предложения по улучшению ситуации с образованием. Спикер поделилась своим мнением по решению существующих проблем, о важности внедрения гуманитарного цикла на абхазском языке, формирования новой стратегии обучения. Как говорил русский художник, философ, писатель Рерих, мир меняют не политики, мир меняют учителя. Именно педагоги формируют будущее поколение. И тогда возникает вопрос, как подготовить такого учителя, который мог бы успешно решать не только стоящие, но и постоянно обновляющиеся проблемы. Необходимо создавать центры, я подчеркиваю, центры для повышения квалификации и переподготовки учителей, адаптируя их знания и навыки к современным условиям. Следует вводить предметы гуманитарного цикла на абхазском языке, формировать новую стратегию обучения, направленную на активное вовлечение молодежи в изучение государственного языка. Следует пересмотреть методику преподавания, обновить содержание учебных материалов и внедрить инновационные интерактивные технологии, чтобы сделать свое освоение абхазского языка привлекательным и эффективным. Министр просвещения Хана Гунба, принимавшая участие в стратегической сессии, поддержала предложение по улучшению ситуации в сельских школах, прозвучавшее от членов «Единой Абхазии», подчеркнув, что работа в этом направлении ведется Минпросом. Чтобы сохранить школу в селе, переподготовку педагогов для того, чтобы они могли преподавать несколько предметов и чтобы не оставались вакансии, хотя все равно у нас остаются вакансии в образовательных учреждениях. Президент поручил разработать программу «Сельский учитель». Мы, безусловно, над этим будем предметно работать. Мы принимаем с благодарностью ваше предложение быть полезными. Кто бы это ни был, мы открыты для диалога, для взаимодействия. Сельский учитель здесь, наверное, просто предложением повысить заработную плату для учителя сельской школы мы, естественно, не обойдемся. Здесь нужно будет реальные программные шаги предлагать. В части Министерства просвещения готовится к пилотному проекту внедрения электронной школы. Электронная школа должна заговорить на абхазском языке. Электронную школу мы планируем ввести на базе одной из школ города Сухуми, это подведомственное Министерство просвещения школа, а дальше мы рассчитываем это развивать.
Говоря о важности развития абхазского языка, Ханагунба отметила, что в этом направлении государством проводится немалая работа. Но этого недостаточно. Необходимо создать условия, при которых дети начнут учиться родному языку с самого раннего возраста. Ханагунба также сообщила, что возможность внедрения гуманитарного цикла на абхазском языке тоже обсуждается. На наш взгляд, нужно увеличивать время, увеличивать, значит, языковое погружение ребенка, чтобы он не просто слышал язык, а чтобы он и повторял «яхауи тихо». Вот в этой части также мы готовим предложение главе государства, чтобы мы на нескольких детских садах опробируем аудиосуфлирование, короткие рассказы, соответственно, их возрасту, чтобы оборудование подготовить, там, соответственно, методики 4-6 минут, сколько положено ребенку, он надевает наушники, все, что он слышит, он повторяет, и вот это, чтобы продолжалось там в течение дня несколько раз. И в части того, что мы видим тоже необходимость перевода ряда дисциплин, не всех, нескольких дисциплин на абхазский язык, это должно идти параллельно. История Абхазии, география Абхазии – это те предметы, которые спокойно можно переводить на абхазский язык, когда вот эту линейку детей мы уже подведем, которые смогут осваивать этот материал на родном языке. Ханагунба также рассказала о новой воспитательной программе, которая разработана Минпросом совместно с Институтом педагогики. Речь идет о внедрении во всех школах наставничества. Если говорить о том, что не слишком ли смело на себя взять ответственность сегодня вводить воспитательную программу, фундаментом которого мы называем Апсора, конечно, это очень смело, но и признавая то, что у нас серьезные проблемы есть в этом направлении, просто продолжать ничего не делать, мне кажется, это еще хуже. Поэтому мы взялись вместе с Институтом педагогики за то, чтобы подготовить новую воспитательную программу. Сама программа состоит из нескольких компонентов. Это исторический, культурный и традиционный компонент. В завершении встречи Ханагунба подчеркнула, что проект закона об образовании находится на стадии подготовки. Он состоит из 9 глав и уже получил ряд замечаний и предложений от государственных ведомств, районных отделов образования и университета. В ближайшее время проект будет представлен Кабмину и администрации президента. После этого планируется провести предметное обсуждение с коллегами из законодательной власти. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Министр культуры Даур Ковя посетил международную выставку «Чонджу Крафт Биеннале-2025», которая проходит в Южной Корее со 2 сентября по 2 ноября под девизом «Строим мир». Мероприятие, проводимое раз в 2 года, охватывает все виды ремесел, включая керамику, текстиль, лакированные и металлические изделия. В этом году подготовлено 22 выставки. На основной выставке будет представлено более 300 работ 140 мастеров из 16 стран. Впервые просветительский марафон общества знания пройдет в Абхазии. Масштабное событие, приуроченное к 80-летию атомной промышленности России, состоится 26 сентября в Сухуме. Со школьниками и студентами в Абхазской государственной филармонии встретятся известные государственные и общественные деятели, руководители компаний, ученые и спортсмены. В центре внимания участников – дружба народов и надежное партнерство двух стран, достижения и возможности атомной промышленности, а также человек как носитель энергии будущего. Организатор марафона – общество знания при поддержке Росатома. Все подробности в репортаже Зины Ханагуа. Масштабный просветительский марафон «Знания первые» 26 сентября впервые пройдет за рубежом, в Абхазии. Инициатива о проведении мероприятия на абхазской площадке была предложена в феврале руководством организации. Это важный шаг, продиктованный стремлением укрепить гуманитарные и культурные мосты между Россией и Абхазией. Образование и просвещение остаются самым надежным фундаментом для такого взаимодействия. И именно поэтому выбран формат масштабного просветительского события. Организаторы уверены, что марафон станет катализатором просветительского движения в республике. Выступление, которое как раз-таки в достаточно таком удобном формате для молодежи, в формате открытого такого диалога, позволят молодым ребятам послушать выступления известных личностей и, собственно, позадавать им вопросы. Вопросы, которые их интересуют. Это в том числе и с точки зрения их
будущего, их профориентации, вопросов там трудоустройства и каких-то личных с точки зрения там дальнейшего развития. Просветительские события, посвященные 80-летию атомной промышленности, стартуют еще до начала марафона. Жители Абхазии до 30 сентября смогут провести серию тематических лекций в рамках акции «Поделись своим знанием». Их объединит тематический трек «Все начинается с атома». Каждый сможет выбрать материал из каталога на сайте акции и выступить перед своей аудиторией. Среди тем «Мирный атом», «Компьютер в кубе», как российские ученые создают технологии, способные моделировать будущее, ядерные технологии, инновации, способные преобразить наше будущее, эра ядерной медицины, атомные ледоколы России. Также все желающие смогут проверить себя в квизе «Атом в моей жизни. От истории до наших дней». Ну а уже слушатели лекции узнают, как прирученный атом служит человеку в данный момент, как, собственно, атомные технологии спасают жизнь. Например, ядерная медицина помогает побеждать рак и ставить точные диагнозы. Ну и ребята, конечно же, познакомятся с уникальными российскими проектами по строительству атомных ледоколов, его ролью в развитии Арктики, экономики и науки. Ну и одна из лекций рассказывает о мире суперкомпьютеров и квантовых вычислениях, раскрывающих достижения России в этой области, ну и показывает, как российские ученые создают технологии, способные моделировать будущее. Первый федеральный просветительский марафон «Знания первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества знания. За 4 года прошли уже 9 марафонов, в рамках которых состоялось более 1300 встреч молодежи с выдающимися людьми. А трансляции этих событий набрали более 1 миллиарда просмотров. Кирилл Хвиль отметил, что открытие представительства Российского общества знания в республике не разовое событие, а начало длительной системной работы. И это будут прежде всего просветительские программы, а именно регулярные лекции, мастер-классы, встречи с представителями ведущих российских вузов, которые будут подробно рассказывать о программах, правилах поступления, возможностях для абхазских абитуриентов. И это, конечно же, будет профориентация, то есть это организация тестирований, консультаций, помогающим как раз-таки молодым людям выбрать наиболее подходящее направление обучения и будущую свою профессию. Ну и, конечно же, это будет обмен лекторами и студентами. Марафон «Знания первые» будет идти 3 дня. Помимо Сухума, 26 сентября масштабное просветительское событие состоится в 10 городах России. Во второй день марафона 27 сентября он продолжится в Саранске и Москве. А на третий день, 28 сентября, завершится в столице России на ВДНХ. Выступления лекторов будут транслироваться на сайте Общества знания и в официальной группе просветительской организации ВКонтакте. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. 12-й международный молодежный фестиваль «Прогулки по набережной» прошел в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир. В этом году он посвящен 80-летию первого президента Абхазии Владислава Арзенба и проходит под девизом «В себе он веру оправдал народа своего». Площадка фестиваля была разделена на различные тематические территории визуального искусства, спорта, 3D-моделирования. Участники также могли попробовать себя в ораторском искусстве или чтении стихов. На территории национальных общин были представлены архивные фотографии различных диаспор, проживающих в Абхазии. Музей боевой славы имени Владислава Арзенба выставил «Волгу», принадлежавшую президенту, и архивные исторические фото. Свою коллекцию фотографий представил также Ишерский музей боевой славы. Традиционно на фестивале прошел буккроссинг. Желающие могли забрать любую книгу с полки, а взамен оставить что-то из своей коллекции. Как профессиональный библиотекарь и как просто обычный человек, я скажу, что библиотека – это важнейший социальный и культурный институт любой страны и любого города. И библиотека является сияющим маяком и мощнейшим магнитом, который притягивает к себе людей. И Национальная библиотека Республики Абхазия имени Ивана Георгиевича Попаскира является лучшим примером этого. Я уже довольно давно знала, что здесь проводится такой классный, яркий, интересный фестиваль. Если быть точной, я впервые об этом услышала 8 лет назад. И, конечно, мне очень хотелось все это вот увидеть. Здесь такие яркие, интересные локации, посвященные разным направлениям культуры и искусства Абхазии. Здесь есть возможность профессионального опыта,
опыта как для библиотекарей, так и для других людей из области культуры и искусства. Администрация Сухума подготовила ко дню освобождения столицы обширную программу. В 10 часов утра начнется церемония возложения цветов к мемориалу славы в Сухуме. На площади Свободы в 8 часов утра стартует квест «Забег маршруты здоровья. Дорога Диаскуров». В 11 часов традиционный открытый турнир по волейболу Кубок города Сухум. Параллельно в парке имени Тараса Шамба будут проходить развлекательные мероприятия для детей и детский шахматный турнир в шахматной школе имени Карпова. В 12 часов начнутся товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы». В 15 часов концертная программа «Ахураша Ахура Зыргё» на площади Свободы. В 6 часов вечера праздничный концерт в парке у неизвестного солдата. Завершатся мероприятие праздничным фейерверком в 20 часов. Здесь в 17:30 состоится «Остров поэзии». Здесь стихи о войне, о нашей родине будут читать актеры Государственного молодежного театра. Вот. И уже через полчаса мы приглашаем гостей уже к следующей площадке. Это главный наш концерт. Песни, рожденные войной, в частности, будут звучать на этом концерте. Ну и также новые песни, патриотические. Вот. Очень рассчитываем на то, что и горожанам, и гостям понравится результат наших трудов. Погода нас нисколько не пугает, все технические вопросы решаем, все будет на достаточно хорошем уровне, и приглашаем сюда всех наших горожан и гостей столицы. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 26 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21 градус, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.